Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И наш проект будет посвящен путешествию из Дальнего Востока, а именно с города Якутска на юга. Мы поедем сегодня в Сочи. Едем мы вот на таком комфортном микроавтобусе. Здесь мы его намыли, обслужили полностью. Поедем с большим комфортом. Тут как раз 4 места. Сзади все уложили багажом. Взяли немного вещей, потому что едем на юг. Испытано на себе. Давай! Одна не поймала, сейчас другие заберут. Ну, наконец мы переправились на правую сторону реки Лена, вышли на Нижний Гостях и уже едем по федеральной трассе в сторону Невера. Едем мы сегодня такой компанией. У нас путешественник Петр, красавица Есения, ну и Аня. Это семья Барашковых, которые любят очень сильно путешествовать. Ну, у нас по плану поездка примерно 12-14 дней, да? Ну, так как мы будем останавливаться в некоторых городах, отдыхать по одному дню, например, 11 дней, говорит Есения Петровна. Но мы, скорее всего, будем точно останавливаться. Мы будем в Иркутске, в Новосибирске, в Волгограде, в Ростове. Семен Семенович хочет остановиться в каком-то интересном городе, я забыл, как он называется. Памятник Победы там установлен, потому что мы посетим Родина-Мать в Волгограде, город. Я там был, когда мне было 5 лет, я очень хорошо запомнил этот монумент, грандиозный монумент. И я хочу еще раз туда съездить, побывать там, потому что не часто мы пересекаем всю Россию, едем. Обычно мы летим туда на самолете. Это будет очень увлекательное путешествие, и мы обязательно все это снимем на камеру и покажем вам. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24 на проекте «Испытано на себе». Ну что, первая наша остановочка. Мы приехали в знаменитое кафе «Легион». Сейчас зайдем, посмотрим. В этом кафе останавливаются все путники, держащие дорогу в сторону Южной Якутии. Ну и, соответственно, те, кто занимается сплавом, потому что отсюда начинается проход на реку Ботума. Ну а мы здесь проездом остановимся, перекусим. Ну что, поесть? Это же замечательно. Я вот заказал, между прочим, нельму. Это, наверное, последний апот, где можно купить нельму. Будем сейчас пробовать. А вкусно, да? Вообще, в принципе. Да, нормально. Есенька, ты кушаешь, нет? Нравится? Компот. О, компот. Да. Ну, приятного аппетита. Проехали в Верхнюю Амгу. Только что проехали мост, он весь шатается. Нам сказали, что эти работники, да? Сказали, что он уже свое отстоял. Сами там что-то ремонтируют дорожники. Хотели искупаться, потом подумали, что ехать надо быстрее, вперед, дальше. Искупаемся на Байкале. Так, у нас смена водителя. Аня, как тебе за рулем? Хорошо. Привычно? Нет. Ты же вообще водишь маленькую машину, да? Да. Вот привыкаешь прямо на трассе, да? А не мешают вот эти букашки на стекле? Мешаю.
Там проложил везде этот микрофон. Канистра у нас запасная, она... Ты ничего себе не сделаешь? Спать мешает. У нас даже вот где могучий есть. С массажером. Все, мы тебе не мешаем, ты слушаешь. Сзади, в общем говоря, у нас спальные места. У нас даже под ножкой такая штучка есть. Можно раз Пока хорошая дорога, Аня едет за рулем. Пока Аня что-то видит. Прошли дедушку Тит и остановились на Хатыми. Сейчас зайдем, попьем чайку и поедем дальше. На улице стало комфортно, чуть-чуть прохладно. Да, прохладненько, хорошо вообще. Классно. Можно даже чуть-чуть прокатиться и по ночи. А то жарко, когда не очень как-то едется. В сторону Тынды, может, доедем, да? У нас еще кондиционер не работает. Все работает, кроме кондиционера. Так бывает. Дорогие друзья, наступила ночь, 10 вечера. Мы проехали Чульман, Нерингри, хотели найти гостиницу, чтобы переночевать, и не смогли этого сделать сходу. Видимо, нужно было бронировать гостинку за 2-3 дня, потому что все занято. Поэтому мы решили ехать дальше, остановились на посту ГАИ, ну и решили здесь немного переночевать, поспать, вернее, до рассвета, ну и поедем потом дальше. Думаю, помыться, умыться, что-нибудь найдем, да, в стороне Тынды? Стараемся. В стороне, вернее, Тынды. Ну, что-нибудь найдем, посмотрим. Будем разбираться завтра. Ну что, дорогие друзья, наконец-таки мы приехали на границу Республики Саха-Якутия и Амурской области. И здесь воздвижена новая стела. Она была воздвижена в 2022 году к столетию вступления нашей республики в состав ЕАССР. Ну, в состав получения, вернее, суверенитета. И здесь имеется, по традиции, да, имеется дерево, так называемое шаман-дерево. Ну, как правило, она стоит всегда на границах, и можно оставить здесь вот такую вот вязочку по традиции. Мы ее привяжем вот сюда. Если будете также проезжать границы разные, не оставляйте сигареты, монеты, непонятный вот мусор. Желательно просто отрезать тряпочку, оторвать тряпочку, привязать, и этого достаточно. Ну, либо положить оладьи. Друзья, мы ночевали на трассе, проехали сейчас границу Республики Саха и Амурской области, приехали в кафе, это первое кафе, да, в Амурской области. У меня есть вот такая вот косметичка, в которой все есть. Зубная щетка, бритва, шампунь, всякие разные принадлежности. Очень удобная штука. Я ее всегда с собой беру и сейчас пойду умываться. Здесь перед входом в кафе вот такой вот умывальник стоит. Кранчик с холодной водой, освежающий. По дороге можно останавливаться на горных речках, мыться. Ну а можно это сделать, в принципе, в любом кафе. Вот я сейчас прямо в кафе мою волосы, чищу волосы. Как правильно? Мою волосы. Моешь волосы. Да. Моешь голову, а не волосы. А, Ну, хотя и волосы заодно. ну, у меня короткая стрижка, поэтому голову помыть мне большого труда не составляет. Я вот прямо нашампунил. Ну, ты скажи, из-за чего это все? Потому что Семен Чистоплюй, да, он любит с утра принять душ, а душа с утра не было. Да. Придется душ принимать под раковиной. Я вообще вот люблю водные процедуры по утрам. Обязательно душ
Но так как душа нет, хотя бы... Смотри, там вода не безграничная. Сейчас у тебя закончится и голову не успеешь домыть. Да ты чё? Ну, конечно, она же вон во фляжке-то наливается. Она же попадает туда через кран, по-моему, нет? Да? А, там что-то есть. Да, Ну, да, там подача воды идет. постоянно типа, да? А, ну да, он сзади какой-то есть. И Семен хотел занырнуть куда-нибудь в речку какую-нибудь. Я говорю, холодно с утра на горном. пришлось холодной водой умываться. Просто из-под крана. И вот такое маленькое полотенчико у меня всегда с собой. Между прочим, рекомендую покупать полотенце, которое быстро сохнет, которое предназначено для пловцов, которые профессионально в бассейне там занимаются прыжками, плаванием и тому подобное. Вот у меня вот такое полотенце, я его приобрел очень давно, и уже год, наверное, 5-й с собой вожу по всем своим путешествиям. Ну, все, помылись, умылись и идем завтракать. С утра в уютном кафе, завтрак. Смотрим развлекательный канал по телевизору. Там рекламируют, между прочим, континентальную хоккейную лигу. Делать ставки. И Не азартный, нет. такие вот у нас завтраки по утрам. Завис что-то. Жиденькая, да? Куриный супчик вкусненький. Да. Между прочим, очень вкусно. Вкуснее, чем в регионе, точно. Здесь всегда все останавливаются. Я часто здесь останавливаюсь. Всегда вкусно было. Так, ну что, приятного аппетита. Кушаем и едем. Ребята, я ем лучший, наверное, куриный суп в своей жизни. Мне, я реально очень вкусно. Это лучшие сардельки. Лучшие сардельки? Это котлетки. А, это колбаска. Ну, видишь, Есене тоже очень А все у понравилось. Ани рыба какая-то бешеная, говорит, вкусная. А что за рыба? Бешеная рыба. Горбуша. Бешеная. Ну, она дикая, поэтому бешеная. Поэтому. Горбуша она не домашняя. В общем говоря, очень вкусно. И решили остановиться в поселке Ерофей Павлович. И тут имеется гостиничный комплекс и кафешка. В этой кафешке мы будем набирать термос. Испытано на себе. Просто кипяточку. И поедем. Надеюсь, Хорошее место. А они обычно тут все при заправках, да? Наверное, то есть, ну, каждый комплекс при заправке. да, тут заправочка и сразу же Есть кафешка. гостиница, кафе, душевые, туалеты. Ребята, душ стоит здесь 350 рублей. И мы просто сходили по 25 рублей в туалет, но в душ не решились. Наверное, остановимся на какой-нибудь речке. А так, пойдем перекусим. Вот там дальше номера наверху. А тут вот такая кафешка. Народу много. Есть даже целые команды сюда приехали. Если народу много, значит, должно быть вкусно. Да? По-моему, вообще, да. С виду, по крайней мере, очень хорошо все. Вот Есения мне дает поднос. Друзья, я тут буду брать сейчас первое, второе, еще что-нибудь сладкое. И третье. Так, приятного аппетита. Ерофей Павлович мы решили перекусить. У меня вот первое, второе, салатик, здесь и компотики вышли на 1080 рублей. Ну, как бы непонятно, нормально, дороговато. Сейчас будем пробовать, зависит от вкуса. У меня тут суши вышел на 700 рублей вот этот вот палтус. Я не знал, что палтус это парель почти. Кафе «Легион» 230 рублей стоит нельма. Чуть больше, чем вот этот кусок. Ну, в общем, вот такое вот сравнение. И, кстати, на заметку, если будете снимать видео, то лучше предупредите продавцов, да? Да. Потому что они отказываются обслуживать, если включена камера. Ну, бывает такое. В общем, осталось у нас еще 400 километров до Читы. Мы немножко подустали. И, кстати, заметили, что
Из цивилизации еще до сюда толком не дошла. У нас в Якутске, по-моему, это... По крайней мере, заправочные станции, да? Это более лучше оборудовано, что ли? Намного лучше. У нас вообще новые. Ну, Тут ничего, ни туалета, ни купить, ни мороженого, ни конфетки, ничего не продают. Просто станция еще и медленная, заправляется кое-как. ну, что-то как-то это... А у нас даже вон в Хандыке стоит. Ну, Станция, да. А здесь нету. Ну, это, правда, 500 километров от Читы. Вообще, Забайкальский край, скажу вам, какой-то он не освоенный. Видишь, горы, горы, лес, горы. Ну, мы вышли просто размяться, немножко отдохнуть. Вот люди освоили. Ну да, вот у нас. Туристы осваивают. Проехали Чернышевск в Забайкальском крае. И тут заметили такую особенность, что сельское хозяйство начинает развиваться только вот как раз таки с этого момента. А 600 километров пути до Невера, там практически нет никаких засеянных полей, одни горы, ну и лес. А поля вообще никаким образом не освоены. Ну а вот здесь уже начинаются степи, и люди занимаются сельским хозяйством, по всей видимости. Приехали в Читу. Будем заселяться. Взяли отель Лисья Нора, работает 24 часа. Пойдем. Мы уже номер взяли, будем заселяться, да? Это наш номер. Второй этаж. Сейчас зайдем, посмотрим. Слушай, а здесь тоже кухня, да? Вот такой вот у меня номер. Поставил сразу всю технику на зарядку. В принципе, очень уютно, комфортно. А главное, встретили здесь очень хорошо. Сейчас пойду в душ и спать. Ну что, дорогие друзья, мы в очень красивом городе Эспен, штат Колорадо. Поехали На перекрестке налево. в венскую кофейню позавтракать. Мне Чита нравится. Вообще, вон горы, смотри, какие там дальше. Вот здесь можно, да? Ага. Это кино я уже смотрел. Че это я так Чита говорю? Эспен? Город Эспен. Вот, пожалуйста, Ленин. Как и во всех городах России, везде есть площадь Ленина. Ну а как? Очень хорошо же, да? Из-под водителя, куда денешься? Между прочим, город Чита, по легенде, был основан так же, как и город Якутск, Петром Бекетовым. Мы вот в Википедии посмотрели. На 50 лет от моложе, да, город. И население здесь 303 тысячи, зато площадь 544. Огромный город просто, момент по сравнению с Якутском. Конечно, это эти местные сказали, он, наверное, просто растянутый какой-то. А так он маленький городок, говорят, маленький.
Вот здесь нам на перекрестке был налево. Да, вот здесь сейчас на перекрестке налево. Ну что, друзья, утро, ну как утро, день, почти 12 часов, город Чита, и мы идем завтракать. А после завтрака, скорее всего, сразу двинем в сторону Улан-Удэ. В зоопарке нет, наверное. Семен Семенович. Все, придется теперь идти в зоопарк. Зоопарк услышала. Друзья, я отсидел ногу, так устал сидеть, что у меня теперь нога болит. А прошло всего 2 дня, а нам еще ехать недели. Больше недели. Здравствуйте. Можно сказать, как обед, да, уже? Чего-чего? А, уже Такой- обед? Такой завтрак, как обед уже время-то обеденное. Слушай, ну посоветовали вот завтрак холостяка. Цены, в принципе, демократичные. Так-то. Они так карамелью политые. Глазунья, 3 яйца, колбаса, гриль, салат из помидора, огурца, тушеная фасоль, картофель фри, соус тандур, тост из хлеба. Да, и все это за 590 рублей. Нормально. Не, я кофе не буду, я чай люблю. А может чаек возьмем большой такой? Чайник? Ну да. Просто чайничек. Ну? А может вкусный какой-нибудь чайничек? Ну? Во-во-во, молодец. Спасибо. Ягоды. Правильно, что вас перебили. Малиновый и клубника идет еще. Во-во-во. Давайте заряд витаминов. Нам посоветовали какой-то Заряд витаминов. витаминизированный как раз чай. Мне вот как раз нужны витамины. Да, нога, может, нога идет. Расслабиться немножечко. Че, вкусные сине? О, походу вот наше блюдо несут, да? Нет, не наше. Или наше? Че какое огромное? Да, большие, смотрите. Ой-ой-ой. Угу, спасибо. Дай мне хлебушку, ну дай. Наконец-то нормальный завтрак. За 2 дня из... Ну, вот эти придорожные кафе, да? Как-то не очень было вкусно. Вот прямо сегодня ем с наслаждением. И завтрак еще такой большой. Походу без обеда будем. Хотя я могу запихать в себя и обед тоже, в принципе. Не надо, ты опять спать в машине ляжешь, потом от тебя фон такой, ты этот всех на сон клонишь. Петя у нас ответственный за чай. У нас И тут мы не можем отпустить такой момент. Надо отсюда пить, туда давить. Тут одну кружку отливаем. Надеюсь, что поместится. К сожалению, у нас в нашем отеле не было лимона. И Петр делал чай просто с сахаром. И теперь у нас тут в чайничке будет очень много вкусных конфетов. Витаминчиков. Сейчас вот будем ходить по зоопарку. Потом чай захотим. Это, кстати, термос я еще лет 10 назад, наверное, в Владивостоке покупал, когда мы ехали с Анной Константиновной очередной раз с покатушек своих. Ну его я вот где-то откопытил. Поэтому он у нас поедет в славный город Эспен, когда он останется. Ну, вот так вот мы готовимся в дорогу. Сделали себе витаминизированный чай. Ну и хотелось бы отметить, что чек здесь вышел 2600 рублей. Это дешевле, чем придорожное кафе. Очень вкусненько позавтракали. У нас вроде как время позволяет.
сходим еще в зоопарк, да? Вот у нас Есения хочет посмотреть разных животных. Это, наверное, из той десятки достопримечательностей, да, которые можно посетить в Чите. Пойдем в зоопарк. Петровна настаивает. Лена Борисовна написала, оказывается, очень хорошее кафе, а я... А ты вообще скажи, вообще как собака не кусачая. Да? Не скажешь, что красивый, да? Все вот эти товарищи могут Хотя бы не кусаешь. Видите, прикинь, Ну важно, такой важный вид. Она погладится, значит, просто ждет, когда она погладит, да? Привет. Привет. Ты ко мне пришла, что ли? Что-то, видимо, вкусненьким чем-то пахнет. Или что? Миша большой. Миша. Испытано на себе. Побывали в зоопарке местном. Закупились продуктами питания. Вон Петя семечек набрал в дорогу. Я тут роман специально. Ага. Все, собираемся и едем в Улан-Удэ. На дороге встречается очень много автомобилей, которые едут на жесткой сцепке. Петя говорит, жадные люди, да? Их называют жадинами. Всю жизнь жадинами называли. Это когда ты во Владивостоке покупаешь одну машину, а тебе надо заработать, еще купить, чтобы как-то доставить. И ты ее на жесткую сцепку, убирается вся морда, ставится фанера, чтобы машина не побилась. И вот они вот таким паровозиком, там есть фирмы в Аладике, они все это сами делают. Подцепляют даже стопаки, вот у него стопаки срабатывают. Сейчас с ними видел. Даже проводка подцепляется, поворотки, стопаки. Видишь? А нет. Он тормозит, у него срабатывается. Ну вот таких машин, покупателей, да, двух машин сразу по дороге встречается очень много. Они еще и в горку лезут на такой жесткой сцепке на обгон. Да, видимо, Бушек пробил, машина у него орет, он пытается на ней как бы притапливать. На самом деле у него обе машины малолитражки, поэтому там вот только такой звук вот туда. И получается. Друзья, ну наконец мы добрались до Бурятии, покидаем Забайкальский край. Это была увлекательная дорога, изнурительная немножко увлекательная, но в целом все хорошо. Хочу отметить, что дорога, в принципе, сделана очень хорошо. Прямо с выхода с республики Саха, ну прям с города Якутска, больших проблем каких-то нет. Есть местами какие-то кочки, но дорожные знаки стоят, ехать можно очень-очень спокойно. Хочу отметить также, что связь, как вы ходите на Невер, вообще, как покидаете Нерингри, связи нет. 200 километров связь есть после Читы, и потом ее нет. Местами где-то ловится, но это все так себе. Ну, сейчас мы находимся на границе Забайкальского края и Бурятии. Петя вот мне дает вязочку. И мы идем вязать по традиции на дерево, в то же место, где все повесили свои вязки. Вяжем. Опа, чуть не упал. Осторожно. Вяжем вот сюда. Быстренько. Оп, на бантик. Это от нашей передачи, да? Да. Это мы желаем себе хорошей дороги и благодарим за вообще пройденный путь. Поехали. — 76 километров до Улан-Удэ. Увидели юрты. Поняли, что в Улан-Удэ мы в кафе не попадаем.
покушать бузы. Уже, наверное, надо будет начать здесь. Пойдем, попробуем. А там далее завтра будем пробовать. Что такое? Где змея-то? Так, неофициально давай. Хорошо, официально. Друзья, ну, короче говоря, мы находимся в Бурятии. Все равно официально. Питер мне говорит, неофициально снимаем. Ну, Ты просто неофициально, вот мы заехали. короче говоря, мы заехали в придорожное кафе. Решили поесть именно национальную бурятскую кухню. А именно бухлер, половинку Куча мяса вообще. и бузы. Самое главное это бузы. Фирменные бурятские бузы. Там все плавно. Мы просто... У меня тоже буфер. И вот так дается какая-то штучка. Мы просто опаздываем в кафе в Улан-Удэ. Там уже будем, наверное, к ночи, да, будем располагаться. Ну, там, правда, недалеко осталось, но чтобы там не искать кафе туда-сюда, спокойненько душ примем, отдохнем, а завтра будем гулять по Улан-Удэ. И сравним кухню непосредственно в столице. Угу. С придорожной. Да, с придорожным кафе. Ну что, Петь, как тебе? Бухлер. Отлично. Да? Бузы пробовал? Да, попробуем бузу. Половинку. Мясо рубленое? Ну, вкусно, главное. Даже коров этих видел, которые рядом тут ходят. Друзья, ну я пробую бухлер. Я уже тут разрезал мясо. Оно такое. Заметил? Оно не жирное. Мой чек вообще обошелся в 540 рублей. Это довольно-таки дешево. Тут просто большие шматки мяса. И они не жирные. Суп тоже такой прямо жиденький, прямо такой оздоравливающий. А бузы, сейчас вот попробуем бузы. Ну-ка, я их возьму руками. Делаю небольшую дырочку. Сок есть. Прямо суп. А как определить рубленое мясо? Или это, Вот непонятно. по-моему, мясо вроде не фарш. Да? Будем смотреть. Будем разбираться. Мы находимся в центре города. Трамваи есть как и старые, так и новые. Это средний, вот это очень старый. Как и следовало ожидать, танк Т-34 стоит высоко, красиво. Фонтан бьет из звезды. Наступило утро, и мы решили перед тем, как пойти перекусить, зайти и посетить памятник Победы, мемориал Победы в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Очень большой, интересный такой мемориал. Будем сейчас смотреть. А вот на родине мать надо будет обязательно купить цветы. Там прям не только родина мать, там вообще это все аллея, все это создано там вот именно под войну, под тематику войны. Там большой парк, огромный парк, по нему гулять, надо цветы взять и возложить. Точно. Но мы уже начали, да, вот как Петр сказал, посещать мемориалы Победы. У нас впереди остановочки еще будут в Магнитогорске и Волгограде. Это самые главные основные остановки. Но мы в Улан-Удэ уже посмотрели мемориал Победы. Здесь мы побывали не так долго. Парк, в принципе, большой. Мы были только в его центральной части, посмотрели сам Вечный огонь и фонтан. Далее мы идем есть бузы. Какие-то шимаканские. Шенахенские. Да, это
бузы из рубленого мяса. И это не ресторан или кафе, а это закусочная. Ну, то есть мы так предполагаем, что непосредственно сами жители Улан-Удэ любят посещать именно вот эту бузную, куда мы идем. Так вот, перейти дорогу, наверное, и вот там по центральному и завернуть на Арбат. Спасибо большое. Пойдем проверим. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Всегда останавливайтесь в центре. Вот хотя бы увидели центр города. Да? Да. Обязательно остановиться. Ну, так вот она и должна настоящая бузная выглядеть, а не по-ресторански, да? Ну, что это, нормальное место. В ожидании съесть очень вкусные, настоящие, столичные бузы. Ох ты как. Здравствуйте. Мы сами первый раз в Улан-Удэ и ищем именно самые вкусные бузы в городе. Нам сказали в первую очередь заехать сюда. Говорят, что мы самые Вот, замечательно. Тут, в принципе, все понятно. Есть бузы, потому что это шанхайские бузы, именно кафе, которое специализируется на бузах. И есть определенные салатики. Вот так и должно быть, смотри. Кроме буз, в принципе, ничего нет, только бузы. Да, вот я и говорю. Целенаправленно. О, Кунг-фу панда. Ну что, пробуем бузы. Я не знаю, кто-то любит, но не стою его не могу. Ну что, нужно немножко откусить, выпить сок первым делом. Да-да, обязательно так надо делать. Давай, ты. Так, мы находимся в центре, в историческом центре города Улан-Удэ. Заказали специально бузы, сделанные традиционным способом. И вот их первым делом пробуем. Делаем так же. Небольшая дырочка вот такая. И... Какое обалдение. Сочные, вкусные бузы. Хлеб еще вкуснее. Внутри с рубленным мясом. И это рубленное мясо, оно на самом деле чувствуется на вкус и передает именно сам сок. С лучком еще не сделано. Вообще просто супер. Я все это дело сейчас съем. Заказал 8 буз. Одну уже съел, не удержался. Кунг-фу панда. Приятного аппетита, а потом спокойной ночи. Да-да-да. Потребляем. Вот так вот. Вкусно. О, то потекло. С соевым соусом перемешанный супчик внутри. Испортили все бузы соевым соусом, да? Горчица того это. По идее. Все, все болезни вылетели, выздоровел. Не тронут, ты что, хлеб только ешь? А, хлеб с компотом. Ну, все нормально, в принципе. Молодец. Да, правильно. Ну что, друзья, мы побывали в традиционной бузной, в кафе. Я съел вот прямо 8 штук. Сытый, довольный и готов продолжать наше путешествие. Впереди у нас остановка в Дацане. Там очень большой, крупный комплекс, который мы обязательно снимем вам и покажем. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия 24. Проект «Испытано на себе».